Шейх Гази Хаджи родился в своем родовом селении Зандак. Отца его звали Арзу, мать Джарадат. У Гази Хаджи было 7 детей, 3 сына и 4 дочери. Религиозный путь духовного просветителя Гази Хаджи начался с одного случая, который, как рассказывает предание, произошел с ним в детстве. Однажды в 3-летнем возрасте отец взял его с собой в лес. Поехали они верхом на коне. Оставив мальчика рядом с лошадью, Арзу отошел, но когда вернулся, не обнаружил ни сына, ни животное. Он начал искать их, обошел все вокруг, нашел за пригорком. Гази Хаджи сидел на земле и воспевал Аллаха, и в такт его напеву покачивались верхушки деревьев. Отец сначала не понял, в чем дело, хорошенько прислушался и убедился, что его маленький сын обращается к Всевышнему, и ему негласно вторят деревья. Арзу, как человек, образованный в области религии, удивился, откуда мальчик знает это, ведь никто его не учил. Но, будучи глубоко верующим, он признал, у его сына будет необычная судьба и особое предназначение. Про этот случай Арзу рассказал своей супруге Джарадат, но та не особо удивилась, а только подтвердила предположение мужа. Она сказала: «Я просыпалась посреди ночи от его воспевания Всевышнего, когда он был еще в утробе». В 6-летнем возрасте Гази Хаджи был отдан на обучение Мухаммаду Ярагы из Дагестана. За годы обучения у этого суфия он познакомился с будущим великим шейхом Чечни и Дагестана Ташу Хаджи. Несмотря на разницу в возрасте, эти 2 ученика Мухаммада Ярагы Дагестанского были очень дружны. После того, как Гази Хаджи приобрел все теологические знания, он вернулся домой и начал проповедовать ислам как полноправный проповедник. Также он дружил с шейхом Кунтай Хаджи Кишиевым из Илханюрта, да будет возвышена его святость. Эти 3 человека были связаны духовно. За свою богословскую деятельность он подвергался гонениям и ссылкам. Так, в 1861 году Гази Хаджи со своей семьей был вынужден переселиться в Предтеречье, в селение Толстоюрт. Даже здесь он не оставляет дело своего призвания и продолжает, вопреки всем трудностям и преследованиям, наставлять чеченцев, кумыков на единственно верный путь – путь Всевышнего. В 1864 году один из наиболее известных и верных делу религии людей, Гази Хаджи, переселился в священную Мекку. Здесь он и скончался в 1867 году и похоронен на земле Аль-Харам. Этому легендарному и великому просветителю посвящены 3 святыни в разных селах нашего края – Симсире, Зандаке и Гихичу.